Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалайсыздар? Көріспегелі көп болды. Мына бір соңғы бір кітабым бар еді, өткенде бір қандай бір кішігірім кітаптар оқығаннан бастаңыздан алдыңғы видеоларда осы бір үйде жатқан 3 кітапты алғанмын. Біріншісі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның әдептері ме сондай еді. Оның алдындағы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өмірбаяны туралы кішігірім кітапты оқып берген болдым. Оқып бергеннен до конца емес қой. Оқып отырып түсіргендердің видеоны. Осы үшінші бір кітап қылып соны сөйлей салайын деген болған. Бұл кітаптың аты міне. Достар, орыс тілінде обязательства и принципы в жизни мусульманина дейді. Осыны кішігірім оқиық. Давайте кірістік онда. Көп сөзбей, мыжи бермей, тек қана оқып отырайықшы. 2011 жылғы кітап екен ғой. Что там здесь? Фонд поддержки исламской культуры и образования. Ага. Так, bunu кіреберсін bu. Кіріспесін оқымаймыз. Видение. Зачем бізге видение? Видение керек емес бізге. Типичный кітап ғой. Так, дальше листаем. 100 признаков и запретов Аллаха. Бисмилля. Человек есть высшее существо из своего, созданного Аллахом из всего. Он занимает особое место благодаря разуму, чувствам и тем, каким образом он был создан. Создатель мира сделал человека своим наместником на земле, чтобы он поддерживал красоту и все лучшее в этом мире. Однако не предоставил человека самому себе, а дал ему религию, указывающую правдивый путь, и потребовал от людей соблюдать предписания веры. Основы же ее заложил в книге священном Коране, который был ниспослан пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. И это основы были выражены в доступной форме запретов, а также в форме советов, поощрений и предложений. 100 признаков и запретов, приказов и запретов. Так, первое. Признать от всего сердца, верить, что Аллах есть единственный Всевышний Создатель. Бізден қазақ болғаннан кейін орыс тілді сәл бити оқып қаламыз, тіліміз бұралып ше. Сондықтан да, егер сіз идеально оқып жүрген адам болсаңыз, сіз үшін неприятный шығар. Давай жалғастырайық. Второе. Верить в судный день, конец света, воскрешение из мертвых, общий суд, воздаяние за грехи и награду за добродетель. Третье. Верить, что все добро и зло от Аллаха, что человек к этому имеет отношение, что должен не имеет отношения. Согласиться с тем, что предопределено Аллахом. Верить в посланник. Видеоны ағып шықпай кетті, мынау деген видео айтпай қойшы. Өйткені по ситуация өмір сүратында қазір әр айтқаным өткенде видео шықпай қалды. Себебі андай міндей демек қойшы. Қолымнан келеді, қолым босайды, сразу түсірем иншалла. Қолымнан келген кезде для себя түсіріп жатырмын деп видеоларшы. Сондықтан да бұдан былай видео түспей қалған себебі мынау деп ше. Енді бір апта түспей қалыпты ғой байқаймын. Қырғын себептер бар, айтпай қойшың. Ары қарай кеттік онда. Так, четвертое. Бұдан былай ше, жаңа айтқандай ғой, тек қана видео түсірем конкретно. Кітап оқимыз немесе тағы басқа таш кете береміз. Идеяларды орындай береміз Аллахтың қалауымен. Тиктокта менің подписчиктерім көбейіп жатыр ғой, қайта келіп қойыңыздар. Ол видеоның астында немесе сілтемеде болады ғой енді. Закария Райбек деген сілтеме бар. Закария Райбек ASMR деген канал, аккаунт па не дейміз, сол жерге келіп қоя беріңіздер. Құдай қаласа стримге шығып отыратын боламын. ASMR стрим, тек қана ASMR стрим болатын, басқаша деп табиғатта жүрген айтса
машина сүріп жатыр. Мен ұрысып жатып ондай түсірмеймін, тек қана АСМР стримим. Болады, иншаллах. Так что подписываемся на мой инстаграм, подписываемся на мой тикток канал. Так, пятое. Верить, что Аллах последнее священное. Верить, что Коран последняя священная книга, ниспосланная Аллахом. Шестое. Верить в существование ангелов. Седьмое. Избегать идолопоклонства, богохульства, отрицания Всевышнего, безбожия и раздоров, а также мысли, приведящие к этому. Восьмое. Соблюдать намаз, пост, давать закат, очистительную милостыню, совершать хадж. Девятое. Делать омовение тела, будучи в нечистом состоянии, а также в период менструации, после родов совершать намаз, ходить вокруг Каабы и читать Коран только после омовения. В случае отсутствия воды производить ритуальное омовение песком. Далее. Десятое. Для определения праведности совершаемых поступков брать за образец сказанное в священном Коране, либо совершенное пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям. Брать примером пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, изучать религию и учить религии, бояться противиться Аллаху, его приказам, восставать против него. 14. Вера принимается по собственной воле и всей душой, не заставлять людей насильно принимать ислам, либо жить в соответствии с религиозными догматами. 15. Почитать святыни и то, что для других священно. 16. Не иметь связи с богоотступниками. Предпочитать праведников. 17. Знать, что все в мире, в том числе и то, что есть и у человека, принадлежит Аллаху. 18. Всей душой со смирением, любовью и желанием принимать приказы и запреты ислама и с любовью же выполнять. 19. Есть только разрешенную пищу, избегать запретные пищи. 20. Придавать большое значение образованию и обучению, изучать, продвигать, преподавать науку, воспринимать знамения как самое ценное богатство. 21. Самым лучшим образом воспитывать детей. 22. Трудиться, чтобы прокормить семью и иметь только праведный доход. 23. Чтобы не случилось, уповать на Аллаха после принятия соответствующих мер, вручать судьбу воле Аллаха. 24. Надеяться на прощение Аллаха, бояться наказания адом, верить в рай. 25. Восхвалять и благодарить Аллаха. 26. Упоминать Аллаха, восхвалять и благодарить, перебирая частки, молиться Ему. Перебирая четки. Дальше. 27. Молиться только Аллаху, просить помощи только у Него. То есть не прибавляться товарища Аллаху. Да? 28. Избегать грехов и замаливать по незнанию или сознательно совершать грехи, просить о прощении. Дальше идем, давайте. Hayat qildi. Дальше давай, где, открываем. Дальше идем, 29. Совершая те или иные религиозные обряды и молитвы, обращаться напрямую к Аллаху, без каких-либо посредников. 30. С терпением принимать горести и невзгоды. В случае беды не восставать против Аллаха, не
обвинять его в случае чьей-либо смерти, не убиваться и сокрушаться безрассудно. 31. Стремиться обладать такими качествами, как искренность, благочестие, совершать добрые дела. 22. Помнить, что добрые и благочестивые дела будут вознаграждены в судный день. За грехи и коварные поступки преследует строгое наказание. 33. Помнить об ответственности. Обязательно выполнять свои обязанности перед Всевышним, а также подответственными, боже мой, окружающим миром и природой. 34. Не присваивать чужое имущество, не отнимать чужое у людей. Прочитал возможно, я даже не присваивать чужое имущество. Так, где же он? Жоғалтпағансыз же. Не отнимать ничего у людей, не имея на то права, либо силы, не приобретать что-либо незаконным путем. 35. Предоставлять людям их естественные либо законные права, защищать права, не нарушать закон и не делать права вреда, бороться с проявлением несправедливости. 36. Противиться любым проявлениям рабства, принимать людей как равноправных и свободных граждан. 37. Терпимо относиться к представителям других религий. Представителям других религий. 38. Так. Не вор, не хватало. 100 признаков и примеров жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Уақытын қандай бір мынау жаңа 100-ге дейін барады ғой. Вообще 100-ге дейін барады. Одан кейін 100 положений сунны. Да, 100 примеров из жизни пророка Мухаммада деген оқып жүрейік. Жақында тайықшы. Бәсе көзім жетпей жатыр. Так, кеттік онда. Подражать пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, жившему в соответствии с указанием священного Корана в своих поступках и поведении. Равняться на него есть истинный образ жизни. Этот образ очень сложно полностью разложить и расписать на определенные правила и нормы. Можно лишь выявить некоторые принципы и модели, объединить их в единое целое, влияющее на поведение, жизненный образ людей. Все указанное и перечисленное ниже было взято из жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в виде сводов правил и обязанностей, установленных хадисами. Так, хадисами. Where is my... Хадисами и приведены также модели поведения и взаимоотношений, позаимствованные из сонной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть всего того, что угодно, приятно Аллаху. Например, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, на своем жизненном пути встречался с неопределенными трудностями, но никогда не оставлял и не отказывался от чего-то, продолжал бороться и доводил дело до конца, и потому что самый последний пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является для мусульман главным примером, потому что сунна, то есть его образ жизни, показывает нам все стороны нашего бытия, возрождает моральное и духовное богатство нашего существования. Сунна касается не только религиозной стороны жизни, она объединяет и себя, и социальную сторону человеческих отношений. Так,
100 положений сунны. Первое. Усвоить священные принципы Корана и жить на основании этих принципов. Второе. Любую работу начинать с бисмилля во имя Аллаха, всемилостивого и всемилосердного. Третье. Приветствовать друг друга и, соответственно, отвечать на приветствие. То есть ассаляму алейкум, алейкум ассалям. Да. Четвертое. Омываться, обмениваться рукопожатием при необходимости, объятиями. Пятое. Расспрашивать о здоровье человека и его жизни, отвечать на подобные вопросы. Шестое. Везде и в любом возрасте стараться чему-нибудь научиться. Седьмое. Использовать изученное во благо людей, передавать знания другим, делиться опытом. Восьмое. Сообщать добрые и благие вести, облегчать печальные, оценивать сделанные людьми по их внутренним побуждениям, осознавать ценность и неповторимость молодости, ценить свое и чужое время. Ценить свое и чужое время. Отлично. 12. Оберегать духовное и физическое здоровье. Оберегать, конечно. И избегать всего того, что ему вредит. 13. Искать лечение от заболевания. 14. Создавать ценности, которыми люди могли бы постоянно пользоваться, оставить после себя полезное и доброе наследие. Доброе наследие развивать вечные устои, традиции и практики. 15. Обсуждать вопросы и работать в пределах своей профессиональной компетенции. 16. Поддерживать и продолжать традиции своего народа, не противоречащие принципам ислама. Так, 18. Дни не должны быть похожими каждый день, следует развиваться и совершенствоваться. 19. Быть спокойным и быть немногословным, то есть не болтать. 20. Говорить нужные вещи, либо молчать. 21. Открыто и понятно в соответствии с уровнями беседы. Говорить открыто и понятно в соответствии с уровнем беседы. 22. Быть скромным и душевным. 23. Быть улыбчивым. 24. Мало смеяться. 25. Не быть трусом, быть смелым. 26. Считать мусульман своими братьями, сопереживать им, делить радости и печали. 27. Оберегать творение Всевышнего, проявлять гуманизм, беречь окружающую среду и защищать животный мир. 28. Защищать животных и другие создания Аллаха Субхану ва Тааля. 29. Указывать уважать старших, быть милосердным и к младшим. 30. Не проявлять злобу и не держать зла, обиды. Более 3 дней мирить рассорившихся. 31. Навещать близких, родственников и друзей. 22. Быть преданным, не разрывать родственных и чужих связей. 33. Давать детям красивые и осмысленные имена при подарке. 34. При рождении ребенка приносить в благодарность жертвоприношение животное. Так, жертвоприношенное животное. 35. После 9 лет обучать ребенка к вере. 36. Не делать разницу между детьми. 37. Держать семью в порядке. По возможности не разрывать семейных уз. Учитывать права противоположные стороны во внутренней жизни семьи, играть решающую роль. Так, дальше идем. Ну-ка. Okay, let's go.
аман деп. Айнюкте. Ага, что это? 30 моральных принципов, нормы и критерии приличия. Правила хорошего тона есть, правда. Правила, которые следует учитывать в процессе различных отношений между людьми. Источником этих правил является священный Коран, хадисы, исламская мысль и культура, выстроенные на идеях мусульманских мыслителей. Ислам поощряет общение между людьми, жизнь в обществе, опираясь на критерии, установленные существующей цивилизацией. Ни одно человеческое общество не может быть заурядным. Каждое из них имеет свои традиции и культуру. Поэтому данный список объединяет принципы специального поведения и сосуществования действенными для всех людей и для каждого мусульманина, в частности, независимо от общества, в котором он проживает. Каждый из этих моральных принципов имеет свою особую значимость. Они важны не менее, чем правила, перечисленные в списках, приведенных выше. Потому что все стороны жизни мусульманина привязаны элементами морали и нравственности. Религиозность и преклонение перед Аллахом будет действительно полным только в случае выполнения этих принципов. Так, 100 хороших манер. Разум, душа, вера, первое, да, и материальные ценности есть самое дорогое, что вручил Аллах человеку. Следует принять тот факт, что главным условием счастья в этом и том мире является защита разума, веры, материального мира, души и потомства. Быть деятельным и активным, давать объективную оценку событиям, претворять в жизнь новые идеи, следует на основании мусульманского мировоззрения. Что? Okay, let's continue. Okay, where is the next page? Окей. Сейчас перейдем уже. Библиография қандай кітаптардан алынғанын бәрі жазып тұрған. Демек бұл уже не деген сөз ғой? Әшейін ойдан жасамаған. Бұл орыс тілді жаңадан ислам қабылдаған адамдарға беріп қойсаң, бәрін орысша қылса біраз түсініп алатын сияқты ғой. Мына кітап жар екен, ұнады маған. Обязательства и принципы в жизни мусульманина. Фонд поддержки исламской культуры и образования. Так был біздің КМТБ-дан, муфтияттың белгісі бар ма? Есть или нет фонд поддержки, короче, Ага. Распространяется бесплатно. На жерде священный Коран, книга хадисов Ахмед ибн Абдул-Азиз ибн Касим Хадат дейді. Осындай кітаптардан алынған материалдар. Видеом тым созылып кетпес мақсатында видеоны аяқтаймын. Өйткені видеоны бұдан қысқа шығарамын деп өзім ойладым да. Видеоны қысқа бірақ жиі салып тұрамын деген оймен жүрмін ғой негізі қазір. Негізі аптасына 2 рет саламын деген оймен жүрдім, бірақ әйтеуір бір нәрсе болмай қала береді ғой. Әйтеуір бір нәрсе шығып тұрады. Бүгін түсіремін десең бір нәрсе болып қалады, ұқтап қаласың. Әйтеуір үйтіп қалады, бүйтіп қалады сонда. Бірақ уәде беремін, мен бұл канал тастамаймын. Бұл канал негізі для себя түсіріп бір ақшаны қылып тастаймын, бір блогер болып деген ой ғана емес бұл жерде. Ондай ой, білмеймін,
жақын болған мен жаным жақында осындай видеоларға сыбырлап сөйлеу арқылы өзім бір ләззат аламын. Өйткені өзім осы қай бір жылдары депрессия болдым, моментінде ұйықтай алмай потолокқа қарап жататын болдым. Сол кезде алдын айтқан шығармын сіздерге. Осындай ASMR видеоларды көріп, тыңдап атып ұйықтап кететіндігім. Сондай. Так что бұл менің өміріме жақсы тұрысынан әсер берген видеоларды бұлар, ASMR видеолар. Сондықтан да өзім осы нәрсемен айналысайын деп, және де мұсылмандарға лайықты қылып шығарайын деген оймен істеп жатырмын. Бірақ пока что просмотр аз. Енді білмеймін енді. Бірақ маған қайтпаймын алған бетінен. Өзім сондай адаммын, в принципе. Бір жұмысты бастап қайта тастап кететін адамдардан емеспін мен. До конца деген сияқты. Иә, сондай. Енді не істеймін енді? Қоштасамыз деген бір жолы. Келесі видеоларда, құрметті көрермендерім, келесі видеоларда аман есен жүздескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.